Приветствуем вас, друзья, на канале Gaguz Media. Это проект «Единомышленники». Здесь мы ведем дискуссии о том, что важно для нашего общества. Сегодня мы заглянем глубже в общественное мнение, обсудим результаты социологического исследования в Гагаузии, представленные в Камрате Ассоциации Промалекс. Что думают люди в автономии? Какие настроения преобладают в обществе? Что сегодня волнует граждан и какие тенденции формируются? Разберем в этом выпуске вместе с нашим гостем. А он точно знает все об этом исследовании. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте наши дискуссии. Это помогает не только продвигать наш канал, но и расширять круг единомышленников, людей, думающих о развитии нашей Молдовы. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии директор программ Ассоциации Промалекс Николай Панфил. Николай Панфил – активный сторонник свободных и справедливых выборов Республики Молдова, обладающий обширным опытом работы на национальном и международном уровнях, как планирования и координации различных программ, направленных на мониторинг выборов, так и в других демократических процессах и реформах. С апреля 2021 года занимает должность директора программы мониторинга демократических процессов в Ассоциации Промалекс. Ранее работал координатором программы в Промалекс с 2013 по 2021 годы и секретарем гражданской коалиции за свободные и справедливые выборы в Молдове с 2009 по 2016 годы. Окончил Свободный международный университет Молдовы, бакалавр психологии. В городе Ясы, Румыния, окончил университет имени Александра Иона Кузы, магистр в области межличностных отношений и коммуникаций. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Добрый день, спасибо за приглашение. У нас в Гагаузии, равно, наверное, как и в Молдове, не все граждане, так-то оно может быть, но очень многие граждане не до конца понимают, зачем нужны неправительственные организации. Такие, как Промалекс, скажем, да. И для того, чтобы и на этот вопрос ответить, и на главный вопрос, а что это за организация Промалекс, дайте, пожалуйста, ответ. Да, Промалекс является неправительственной организацией, значит, что организация людей, которые добровольно объединились решать какие-то проблемы, то есть без помощи государства, без помощи правительства или местных властей, которые считают, что имеют возможности или компетенции решать какие-то проблемы, предлагать какие-то решения. Организация была основана в 2002 году, то есть в этом году нам уже будет 24 года. Мы начали заниматься правами человека. Вскоре после этого мы расширили нашу деятельность, в том числе на левом берегу Днестра. Работали очень многие годы и сейчас работаем по направлению прав человека, в том числе в Приднестровье, защитой прав людей. И, конечно, здесь, в Молдове, но в том числе и на международном уровне, в Европейский суд по правам человека, к примеру, защищая, представляя граждан там. И с 2009 года у нас появилась вторая программа в Ассоциации Промалекс по мониторингу демократических процессов, или как коротко сейчас называем, программа демократических процессов. Мы начали с наблюдением за выборами, то есть уже, к примеру, на последние парламентские выборы, которые прошли, уже это была 30-я миссия по количеству наблюдаемых выборов здесь в Молдове нами. И мы здесь имеем в виду, конечно, в том числе местные выборы, которые происходят 2 раза в год, в том числе референдумы, которые проходили за все эти годы. То есть я объясняю, почему 30 на самом деле миссий, которые были у нас до сих пор. За эти годы, конечно, накопился очень большой опыт. Мы, к примеру, в том числе успели в 2023 году здесь, в Гагаузии, правда, только на день выборов тоже наблюдать за выборами Башкана. Имеем планы, в том числе, на следующие выборы депутатов Народного собрания, потом Башкана. То есть хотим побольше здесь быть, присутствовать и работать, и сотрудничать с местными организациями. Наша организация, помимо выборов, если говорить про программу, которую я представляю, занимается в том числе мониторингом работы
парламента, к примеру, потому что мы в какой-то момент задались вопросом: окей, мы следим за тем, как кандидаты проводят свои кампании, как организуются выборы, да? А что если смотреть, а как они дальше потом работают, эти кандидаты? Оправдывают ли? Оправдывают, да. Соблюдают ли они законы, к примеру? Потому что все приходят и нам говорят очень много и красиво на выборах, а потом, что происходит в реальности, тоже очень важно посмотреть. Помимо этого, мы еще, по-моему, с 2013 года начали мониторинг активно политических партий, именно с точки зрения финансовой части работы партии. То есть понятно, что для политической деятельности нужны деньги. Это всегда было и будет, и это, в принципе, нормально, везде так. Только проблема, когда эти деньги непонятно откуда, нетранспарентно, да, непрозрачно появляются в политике. И таким образом, к примеру, в 2015 году мы в том числе были частью этой команды, которая включалась в работу по разработке закона о финансировании политических партий в Молдове. Да? Потом через этот закон, к примеру, партии были обязаны очень досконально, очень детально отчитываться и именно к ЦИКу, потому что раньше отчетность была в сторону Министерства юстиции, который не очень, на самом деле, отслеживалась, да. А сейчас это делает ЦИК, Центральная избирательная комиссия. Да, с 2015 года, с 2016, скорее всего сказать, делает ЦИК, и мы параллельно, вот, к примеру, есть комиссия, которая следит за этим вопросом, а мы также параллельно следили за этими вопросами. У нас есть специальная методология, люди обученные, которые каждый год, к примеру, следим между выборами, когда нет выборов, следим в том числе, а как политические партии работают. И вот какие мероприятия они, к примеру, делают, какие деньги они использовали на это. И потом сравнивает, что официально декларирует, к примеру, и что мы видели сами своими глазами, что они делали по всей стране. И сравнивает. Вот это другой пример работы. Конечно, еще важно не забыть про выборы. У нас практически всегда с 2014 года как минимум параллельно с наблюдением за выборами было еще есть направление по гражданскому просвещению, избирательное просвещение граждан. То есть это через дебаты, в том числе с людьми face-to-face, тет-а-тет, не тет-а-тет, а то есть лицом к лицу, да, в залах, а также дебаты на телевидении, которые мы организовывали с национальным телевидением или с частными компаниями. Это но через в этих дебатах, сабгранты. Принимали участие политики и общественность? Всегда. Всегда. Ну, меньше там, конечно, когда говорим про ТВ-дебаты, потому что там в студию, конечно, но мы старались как бы через наши вопросы, потому что это была одна из наших ролей в этих дебатах на ТВ, к примеру, чтобы мы транслировали те вопросы, те месседжи, которые мы знали, мы слышали, от людей. Есть в обществе, да, и хотелось бы задавать этим кандидатам, чтобы люди побольше, получше понимали этих кандидатов. Через сабгранты, через компании, которые проводились в онлайн или опять с людьми на местах, через видеоролики. То есть это отдельно, можно сказать, такая еще большая работа, помимо наблюдения за выборами. Вы говорите о том, что вы наблюдаете за выборами. Ваша работа вашей ассоциации, она завершается на том, чтобы фиксировать, увидеть, выявить проблемы, или вы предлагаете и инструменты решений? Нет, конечно, нет. То есть этого было недостаточно, и, в принципе, всегда с 2009 года, как мы работаем по наблюдению за выборами, если вы откроете любой отчет, найдете даже в тех промежуточных и особенно в финальных отчетах, найдете рекомендации. Мы следим за тем, во-первых, как исполняется закон Республики Молдова о выборах, да, и следующее, как исполняются международные стандарты. Исходя из этих аспектов, мы формулируем определенные рекомендации по улучшению или опять законов, или практик. И много примеров у нас есть в нашем опыте, но самый свежий, так буквально вчера
Центральная избирательная комиссия проводила консультации по новым изменениям, которые будут предложены к избирательному кодексу. Наша организация отправила документ, по-моему, на где-то 22 страницы с предложениями, исходя из наших рекомендаций в этом году, то есть после последних выборов, но в том числе с 2023 года выбора, 2024. Референдум. То есть и так мы, далее. когда имеем возможность, всегда стараемся как Реагировать. in English to push, Вовремя Предложить? предложить или настаивать на том, чтобы продвигать. принимались какие-то меры. Не всегда есть возможность, скажем так, да. Иногда тебя слышат, иногда не слышат, иногда понимают, иногда не понимают, иногда есть политическая воля, иногда ее нету. Но я думаю, важно в этой работе оказаться, скажем так, настойчивым и следить за тем, чтобы принципы, которые руководят нашей работой, они, в принципе, остались устойчивыми, да. Вы знаете, я что хочу задать один вопрос. Смотрите, поскольку мы понимаем прекрасно, что как минимум в Гагаузии достаточного понимания того, что такое гражданское общество, гражданские сообщества, неправительственные организации и как они могут помогать развитию сообществ, мне кажется, что нет полного понимания у людей для того, чтобы разъяснить. Вот люди, которые сейчас послушали все то, о чем вы рассказали про Промолекс, наверное, возникает вопрос. Вот вы начали с того, что это люди, которые добровольно собрались в какую-то организацию и приняли решение, что мы хотим помогать, развивать страну и влиять вот на такие-то, такие-то отрасли. И что-то делаете в отношении выборов, чтобы они были проведены честно, мониторизируете эти выборы, даете какие-то рекомендации властям. Но людей же это интересует вопрос, что значит добровольно собираться в какое-то сообщество? Это же надо как-то организовываться, на какие-то деньги надо эту деятельность осуществлять. Можете рассказать о том, как неправительственная организация, которая 24 года находит финансы и обеспечивает стабильность и устойчивость в своем развитии? Ой, это важно, и всегда такой момент, который действительно мы понимаем, что чаще всего люди не понимают в этой нашей работе, говоря о неправительственном секторе, наверное, все мы слышали часто, как говорят там грантоеды или там кофе-брейкеры или что-то такое. То есть те, которые хотят дезинформировать, те, которые хотят представить работу неправительственного сектора как что-то менее важное или как-то чересчур, может быть, ангажированное или политизированное и так далее. Они, конечно, скажут такое, но я бы хотел сказать, давайте посмотреть реально этому сектору в лицо и понимать, что когда говорим про гражданское общество, мы говорим про, по-моему, чуть больше или больше 12 тысяч организаций по всей стране. И так же, как мы говорим про политиков, про людей в общем, что они разные, также и организации бывают разные, и интересы людей, которые объединяются, являются разными. Извините, у нас, в том числе я являюсь, к примеру, администратором или председателем ассоциации жителей моего блока. Это тоже форма организации, понимаете? Люди собираются вместе решать проблемы своего дома. То есть по этим же принципам в принципе, другие организации, другие люди имеют возможность собираться. Вот мы являемся, не знаю, к примеру, экспертами в области социальных политик, да, или экологии, или какие-то вопросы еще. Мы хотим работать на благо людей, на благо страны и помочь решать какие-то вопросы, да, возможно, которые не были еще в свое время решены правительством или на которых нет ресурсов у правительства. Потому что на самом деле многие организации так и начали работать еще с 90-х годах, потому что они видели проблему и понимали, что это важная проблема для людей, никто не занимается ею. В нашем случае это была, потому что, как я говорил, мы являемся неправительственной организацией, которая занимается правами человека. Да? Коллеги, которые тогда, в те годы, какие проблемы видели? Люди обращались за юридической помощью, и Это было востребовано, потому что... Был спрос.
да, в этом направлении. И когда мы начали разбираться, с какими вопросами люди обращаются, да, мы начали понимать, что на самом деле их больше. И надо бы, наверное, кроме как понимать проблему человека напрямую, да, и решать его личные проблемы там через суд, к примеру. А мы поняли, что, может быть, есть стратегические кейсы, потому что это не проблема одного человека, а целого сектора. Помогут К примеру, мы работали людей. очень много лет по вопросам гендерного насилия или семейного насилия. Да. И когда мы поняли, что заниматься каждым единственным случаем по отдельности нереально, мы поняли, что окей, есть, возможно, какие-то другие формы, механизмы повлиять на ситуацию. И тогда начинаешь заниматься адвокаси, начинаешь заниматься, а почему закон так говорит? И тогда... Давайте поменять закон, давайте предложить какие-то данные, чтобы политики или другие люди, которые принимают решения, тоже понимали, что таким образом нельзя дальше продолжать. И вот таким образом и началась, к примеру, наша работа. И я уверен, что в других случаях примерно так же. Почему парламент должен слушать неправительственные организации и их рекомендаций? Потому что всегда, когда есть одно мнение, одно видение одного политического поля или даже нескольких, но они являются при власти, они всегда, как обычно показывал опыт, видят один угол. Или, может быть, там увидят на 180, да, а еще 180 остаются непокрытыми. Да, этого круга остаются непокрытыми. И всегда очень важно слушать людей, потому что через неправительственные организации ты имеешь возможность, с одной стороны, получать фидбэк снизу, от людей, от граждан. С другой стороны, через коллаборацию с неправительственной организацией тоже донести определенные месседжи. Если правительство решает какие-то вопросы, то это тоже помогает, на самом деле, тем же гражданам, если действительно в этом цель. Наверное, вас спросят, но есть же оппозиция, которая может представлять другие взгляды. Чем отличаются взгляды оппозиции, допустим, в стране и взгляды неправительственного сектора? Какое отличие? Вы знаете, нам, наверное, не будет хватать 1,5 часа на эту передачу, но я постараюсь мое мнение, конечно, представить здесь. Мне кажется, что вот иногда, когда мы участвуем в каких-то круглых столах, дискуссиях, дебатах, мне довольно часто в последнее время особенно, как будто только гражданское общество имеет какие-то предложения, как будто только нам нужно что-то. Даже чаще в последнее время некоторые даже так говорят, что «а что вы столько говорите про эту оппозицию?» Мы, к примеру, когда работаем, мониторим работу парламента, мы заметили, что работа, которая проводится в парламенте, меньше всего включает мнение оппозиции. То есть нету диалога, нету коммуникации между фракциями, не слушаются, не изучаются предложения, которые подаются оппозицией. По крайней мере, так было в предыдущем составе парламента. А с другой стороны, есть положение закона, к примеру, которые говорят, что через каждые 6 недель обязательно должно быть поставлено на повестку дня вопросы, которые оппозиция хочет обсуждать в парламенте. И это ни разу не случилось за 4 года в предыдущем созыве парламента. Ни разу. Значит, нарушают Поэтому закон. мы, к примеру, говорим через наш мониторинг, говорим парламенту, говорим обществу. Вот вы, пожалуйста, проследите, потому что вы этого не исполняете. Закон не исполняется в первой очереди. Во-вторых, не изучая предложения мнения, вы, конечно, часть общества не охватываете. То есть вы не узнаете мнение людей по этим или другим вопросам, которые, может быть, оппозиции кажутся важными для обсуждения, и вы их не изучаете, не дискутируете. Возможно, вы что-то исключаете. Нам хочется, чтобы парламент был как можно более представителен, чтобы он говорил за всех людей, чтобы законы, которые принимаются, были в интересах всех людей, конечно. И, конечно, чтобы был консенсус как можно больше. Понимаем, что это политика юридический инструмент, скажем так, или институт.
Но когда только политика, это тоже не очень нехорошо. А вас понимают в А парламенте? некоторые, вот примерно, как я раньше говорила, что а что вы столько про эту оппозицию только говорите за них? Как бы Беспокоитесь, имеется в виду? да, ну это мы не за оппозицию беспокоимся, а в плане, что мы политичны или за кого-то там. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы сама оппозиция, если говорить так, и в том числе вчера на этих слушаниях, которые, или консультациях, которые были по избирательному кодексу в ЦИКе, чтобы они впервые были бы самые такие активные и излагали свои какие-то предложения. Опять, как мне казалось, здесь есть еще много-много над чем поработать. То есть надо еще наблюдать и наблюдать за тем, как политики работают после того, как они становятся политиками. То есть что касается выборных кампаний, это одно наблюдение. Что касается самой работы с момента получения мандатов, это другое. И все это в интересах гражданского общества, а значит тех неправительственных организаций, фокус зрения которых нацелен на то, чтобы представить обществу, что и как делают политики тогда, когда им доверили власть. Давайте, можно вот последний вопрос? Если мы говорим о неправительственных организациях, часто говорят о том, что понимаем, когда теряем. Вот если бы вдруг у нас в Молдове исчезли бы все неправительственные организации, почувствовала бы эта система их отсутствие? И если да, то какое? Даже побоюсь представить себе такого, но мы были очень близки к этому моменту. Я говорю про наш опыт в Промолекс. Вы говорили и спрашивали чуть раньше про деньги, про как финансируется организация. Я, конечно, не забыл, извините, что так обширно отвечаю, но действительно важно отметить и такие моменты про ресурсы. В позапрошлом году, или сколько уже времени прошло, да, это было в 2025 году, да, в январе, когда USAID решил приостановить свои деятельности из Молдовы. И это коснулось, конечно, и нас. Мы работали с 2014 года с USAID по многим из этих программ, о которых я вам раньше говорил. И, конечно, стал вопрос, зная, что в осень выборы. Да, что делать? Проблематично, потому что одновременно, скажем так, не только мы, но очень много организаций, очень много проектов оказалось без ресурсов. Ресурсы очень важны для работы. И стал вопрос, как мы будем дальше продвигаться. К счастью, имея понимание и в гражданском обществе, и среди партнеров, что выборы – это важно. Мы сумели решить вопрос ресурсов и сумели профинансировать работу, которую мы вели на последний выбор, к примеру. Но это всегда борьба, я скажу так. У меня часто бывало в этой работе, я не знаю, если все люди могут это представить, но были случаи, когда ты остаешься без зарплаты там на пару месяцев, на полгода, может быть, даже. Или будешь только там 20, 30, 50%, может быть, иметь от той зарплаты, потому что один проект заканчивается, и ты автоматически остаешься с меньшим. Другой, когда поступит, если выиграешь, поступит. Если не выиграешь, но вот это ключевое слово, если выиграешь. А для того, чтобы выиграть, это нужно проделать очень много работы. Надо эту заявку написать, оформить, надо продумать, что и как будешь делать, надо продумать бюджет. То есть это такая большая работа. Я об этом говорю не потому, что вы это не знаете, либо мы это не знаем, но это должны знать все люди, которые размышляют над тем, что такое неправительственные организации, для чего они нужны и как они работают. Никто, и даже тогда, когда называют грантоедами, такими же грантоедами можно назвать всех чиновников, потому что они существуют за счет средств налогоплательщиков. И если налогоплательщики складываются и создают бюджет, то этот бюджет надо расходовать более чем эффективно для того, чтобы люди почувствовали. Абсолютно с вами согласен. И даже напомню, что и сейчас, наверное, есть, и раньше, и всегда было, в принципе, даже при коммунистах и так далее, были проекты, которые шли даже, скажем так, не только к гражданскому обществу от партнеров, но напрямую работая с институциями, с правительством и так далее. То есть те, которые вот используют такие выражения, грантоеды и так далее, я абсолютно с этим согласен, то, что вы говорили. На самом деле,
правительство и многие организации правительственные в том числе бенефицируют напрямую часто от таких грантов, потому что приходит очень много проектов в поддержку Республики Молдова. И это неплохо на самом деле, потому что мы понимаем, что мы страна, которая еще должна работать до того уровня, чтобы мы сами имели все ресурсы на решение всех вопросов. Слава Богу, что есть партнеры, которые могут и помогают нам. Но это всегда понятное дело, что в какой-то мере, можно сказать, борьба за этих ресурсов, потому что их тоже определенное количество, и каждая организация или каждый институт, который борется за эти права, он должен четко определить, какие проблемы он решает, да? Объяснить, почему это проблема, как он будет решать эту проблему, чтобы решение было в том числе оптимальное, потому что не можешь требовать 1 миллион, а сделать на 5% только, да? Будешь всегда, то есть всегда должен доказывать свою эффективность в работе. Поэтому очень часто те, которые говорят так, они даже не понимают, с чем сталкиваются неправительственные организации, когда в каждом году у нас, к примеру, когда мы работали с USAID, и даже сейчас, в каждом году международные аудиты. Это первое. И второе, что все-таки все неправительственные организации, которые работают на какие-нибудь грантовые средства, они перечисляют налоги точно так же, как любой налогоплательщик, работающий в государственной организации. И для того, чтобы закрепить сказанное вами, что очень многие государственные организации получают такие же грантовые поддержки, мы скажем, что за последние 9 лет Гагаузия получила 14 миллионов евро такой помощи, и реализовано очень много проектов, и об этом знают и местные органы власти. Не большая часть, а, наверное, вся, эта поддержка была в период правления исполкома Ирины Влах. Давайте пойдем дальше и приступим непосредственно к той теме, которая очень актуальна для Гагаузии, и мне кажется, что важно проговорить некоторые моменты того исследования, которое вы представили в Камрате, потому что я бы сравнила это с тем, что вот вы, ваша организация, этим исследованием положили руку на пульс гагаузского сообщества, да? Что думают люди по таким очень острым вопросам, которые действительно важны для исследования. И начнем с чего, Лена Федоровна, мы подумали с вами, с чего мы начнем говорить об этом? Для чего вообще это исследование вы начали проводить? Почему приняли решение? Именно сейчас. Какое событие вас подтолкнуло, чтобы провести в марте это исследование? Конечно. Я, по-моему, чуть раньше говорил, но могу еще раз повторить. Нам очень важно понять ту среду, в которой мы работаем. Мы, в принципе, с 2023 года решили, что касается вопросов выборов, демократии, демократических процессов, мы, конечно, будем смотреть более или постараемся быть более активно участвовать, присутствовать в изучении, в разрешении этих вопросов, что касается Гагаузии. Да? И с этим мыслям мы решили, что на следующие выборы мы будем здесь присутствовать, мы будем постараться помочь, в том числе в развитии гражданского общества здесь. Но для этого надо понимать это общество. И я скажу так, как мне кажется, мы как общество Республики Молдова в целом слишком мало сделали за эти 30 лет по пониманию друг друга. Это точно. Я имею в виду Гагаузию и остальную часть Республики Молдова, потому что мы видели, в принципе, и говорили это еще в 2023 году, и после. Политические партии здесь практически не участвуют, то есть мало или несколько их только участвуют. Имеете в виду именно из Гагаузии? Нет, Республики Молдова, которые бы здесь тоже имели филиалы, которые бы здесь работали, Я думала, вы имеете в виду в выборах не участвуют. Они всегда участвуют в выборах. Извините, но не всегда. Вот в 2023 году, к только примеру, некоторые партии вы имеете в виду? Те, которые себя чувствуют здесь хорошо, скажем так. Конечно, да, но я имею в виду, что для демократической жизни очень важно иметь разных взглядов на проблему.
А очень часто мы видели, что как будто Однобокость какая-то. избежалось включения большинства политических партий здесь, к примеру, в Гагаузии. Гражданское общество, опять, то же самое. Каждый со своей проблемой там по регионам или в Кишиневе, видение и так далее. И здесь не было особенного внимания к вопросам гражданского общества в Гагаузии. Вы сами знаете по ситуации с масс-медиа. Опять, как будто вы сами должны решать вопросы масс-медиа здесь, внутри Гагаузии, и как будто кто-то извне не должен или не имеет интереса здесь участвовать очень активно в развитии. Как будто обособлились, да, получается, если все вот эти вы перечисляете, то получается, ну, на ваш взгляд, Гагаузия обособленной жизнью какой-то жила, и Кишиневу было не до Гагаузии и не до того, как развиваются СМИ в Гагаузии. Или то, что партии некоторые не видели интереса быть представленными здесь в автономии. Я согласен с вами. Я просто еще для себя ищу полноценного ответа. Это только мои предположения. И извините, если они будут неправильные, может быть, вам видится по-другому. Но опять, я вернусь. Нам кажется, что нам есть, по крайней мере, сейчас в возрасте 24 лет, как организации, есть что предложить, то, чем мы можем нашим опытом, нашими знаниями поделиться, к примеру, с коллегами здесь из Гагаузии, если мы сможем помочь. Поделиться с опытом по правильному, скажем так, организации выборов и наблюдению за выборами. Да? И мне кажется, что этим должны заниматься и политические партии по своей части работы, и масс-медиа по своей части работы, и политики по своей части работы и так далее. Потому что у нас одно общество. И как мы представили сегодня эти результаты, вы тоже видели. В принципе, проблемы у людей одинаковые по всей стране. Людей беспокоят одни и те же вопросы. Да? Зарплаты маленькие, безработица, уровень жизни в целом. Как самые важные вопросы. Конечно, их множество, но поэтому почему сейчас? Потому что мы поняли, что нам есть что предлагать. Мы поняли, что здесь на местах не так развито гражданское общество. И нужно помочь. И, конечно, та ситуация, тот тупик, скажем так, в котором сейчас находятся отношения между центром между центром и Камратом, и по вопросам особенно организации выборов, конечно, важно иметь и еще, скажем так, какой-то компас, да? Какой-то уровень, чтобы понять, что вот все-таки мы сможем найти через диалог, через консенсус какие-то решения этих проблем. Вы проводите подобного рода исследования не только на территории автономии, но в целом по стране. Вот вы провели это исследование. Какая самая большая разница во взглядах и во мнениях людей, проживающих на остальной части Республики Молдова, и вот здесь вот в Гагаузии, бросилась вам в глаза? Вы знаете, их много аспектов, которые разделяются в люди в мнениях, но и опять очень много общего на самом деле. Во-первых, у нас было несколько блоков вопросов, и я... Да, давайте по этим блокам. Да, это очень важно. Почему? Потому что и заодно в начале, перед тем, как перейти к первому блоку, скажите, пожалуйста, сколько человек было опрошено, для того, чтобы люди, которые смотрят сейчас наш эфир, чтобы понимали, как это важно на самом деле, потому что люди могут понять нас потом неправильно, кто вообще эти люди, которые отвечали, да? Во-первых, сбор данных проводился с 14 по 18 марта этого года, то есть месяц назад, скажем так. То есть это очень-очень свежие исследования. Да. Участвовало 410 респондентов, 18+. Погрешность выборки плюс-минус 4,6%. Было опрошено граждан из 20 населенных пунктов. Да, городских и сельских населенных пунктов. Да, компания, которая занималась сбором данных Atish Research Group, по нашему заказу
вы, наверное, представите, если сумеете или будет возможность, Да, данные конечно. более детально. Наглядно. Да. Вы правильно сказали. Действительно, мы проводили параллельно практически с этим исследованием еще исследование на национальном уровне. Исследование на национальном уровне было сконцентрировано больше про ситуацию пост-выборов 2025 года, После парламентских. шаги дальше, да, вот в каком направлении могут двигаться процессы в следующем периоде. Мы, конечно, там тоже изучали вопросы работы парламента, к примеру, вопросы политических партий, гражданского общества, то есть не только связанные с выборами. А что касается исследования для Гагаузии, мы хотели действительно отдельное исследование, зная, что скоро будут выборы здесь, в Гагаузии. Нам было очень интересно изучать опять landscape или то пространство, в котором мы хотим и будем работать, и понимать лучше. И, конечно, хотели задавать вопросы, которые важны и актуальны для этого контекста. Поэтому они, конечно, тоже различаются, эти опросники. Первый блок касается восприятия выборов и избирательных процессов. Здесь, по-моему, 6 или 7 вопросов, начиная с самых таких более легких, как насколько людей интересуют социально-политические события, к примеру. И вот интересный момент, что, как показывает исследование, людей в Гагаузии больше интересуют социально-политические события мирового масштаба, международного уровня, чем локального. Да? То есть больше хотим знать, перевести на простой язык, более понятный. Больше хотят люди знать, что происходит там в Америке, в других странах, Да. чем здесь у нас дома, там в Гагаузии, в селе родном, да? Около 63% опрошенных сказали, достаточно интересует или очень интересует именно социально-политические события на международном уровне. И около 57%, к примеру, политические, социально-политические вопросы в Гагаузии. То есть Наверное. большая разница сказать, что есть, как бы то небольшая, но все равно она есть. Но, наверное, это объясняется тем, что все те события, которые сейчас происходят в мире, они так или иначе касаются практически каждого из нас, и, возможно, это и вызывает большой интерес. Ну, я предполагаю, и мы такого вопроса не задавали в национальном контексте, в национальном опросе, но предполагаю, что немножко здесь есть и, как мне объясняли, в том числе ваши коллеги здесь в Гагаузии, определенный свой местный, как сказать, Специфика? специфика, да, специфика людей, как они смотрят на... Ну, потому что, да, у нас руководство Гагаузии недавно писало Трампу письма. В частности, тогда, когда USAID закрывали, по-моему, если я правильно помню, слова благодарности. Что И не только, и в Европейский Союз, и так далее. То есть такая практика есть. А потом, конечно, были и другие вопросы, насколько, к примеру, люди могут повлиять на принятие важных решений. Вы просто скажите, какие вам интересны, Вот это чтобы мы очень больше интересный разобрали момент. Вот подетально. этот вопрос, он очень интересен. И что показало исследование? Опять мы спрашивали этот вопрос, исходя из 3 положений. Да? На уровне вашего населенного пункта, на уровне Гагаузии, на уровне всей страны. Населенный пункт мы имеем в виду село, город, потом в целом Гагаузии и потом по стране. И, конечно, меньше всего люди сказали, что могут повлиять на принятие решения в общем по стране. И здесь, не скажу новость, примерно такой же результат показывает и исследование в национальном плане. Да, потому что чем дальше пункт или центр решения от человека, тем труднее ему кажется достучаться до этого центра, до этого человека, до этой институции, организации, через которую он может повлиять на какие-то вопросы. Но мне кажется, даже и в своем населенном пункте, в автономии, тоже люди не верят, что могут что-то изменить. Большой процент людей, которые считают, что они не смогут что-то изменить. 21 плюс 7,
чуть меньше 28% только сказали, что в большой степени или в очень большой степени на уровне населенного пункта могут повлиять. А представьте, что на уровне всей страны вообще только 21% сказали, что чувствуют они, что что-то могут повлиять. На что-то могут повлиять. Меня очень заинтересовал вот этот вопрос вашего исследования. В целом, по вашему мнению, в какой степени в Гагаузии существуют условия для проведения свободных, честных выборов? Это очень важно. Почему? Потому что, если можно, давайте к этому вопросу ваш комментарий хотела бы узнать, что показало исследование. Почему? Потому что именно честные свободные выборы, где не будет коррупции, но будет полное понимание того, кого мы выбираем, на какие должности мы выбираем, какие полномочия будут у этих людей и как решение этих вопросов теми или иными партиями, кандидатами будут влиять конкретно на мою жизнь. Вот что люди ответили? Давайте возьмем по каждому ответу. Да? В очень небольшой степени совсем нет. 16%. В небольшой степени 35%. В большой степени 29%, в очень большой степени 10,7%. То есть это опять округляя. 8,8% сказали, не хотели ответить или не сумели ответить на данный вопрос. Тоже большое количество, я бы сказал, людей, которые не сумели ответить. Но если сложить 16 плюс 35, это у нас получается 50, чуть больше 50%, 51 с чем-то, да, которые сказали, что совсем или в очень большой или в небольшой степени считает, что в Гагаузии есть условия для проведения свободных и честных выборов. И, конечно, нас это тоже озадачило. И скажу вам так по секрету, мы очень понимали, что вопрос длинный, и очень думали, сколько должно длиться эта презентация здесь, в Гагаузии, данных результатов вопроса. Может быть, нам стоит не все слайды сразу показать, пусть и люди сам потом прочитают остальные. А потом все-таки решили, давайте представим все, потому что они исходят один из другого. Как раз хотела и сказать, вот следующий вопрос, который мы задали после этого, именно для того, чтобы изучать, что люди понимают через свободные и честные выборы. И мы выбирали ряд аспектов, которые, как нам кажется, влияют на свободу и честность выборов. И дабы давать людям конкретный какой-то контекст, чтобы не так абстрактно размышлять об этом и вспомнить какие-то выборы, мы выбирали выборы Башкана 23 года. И мы спросили, когда вы думаете о выборах на должность Башкана в 2023 году, с каким из следующих утверждений вы скорее согласны, а с каким не согласны? Ответы были скорее да, скорее нет, и не знаю, не хочу ответить или не могу ответить. Да? Первые, скорее да. Региональные СМИ находились под политическим контролем. 29,4% узнали, вспомнили, признали, как хотите, говорите, сказали, что да, такая проблема была в связи с теми выборами. Да? Опять, конечно, мы понимаем, что прошли какие-то годы. 2,5 года. Но, к сожалению, опять, из моего личного опыта, можете высказать свое еще, как мне кажется, я не видел улучшений в этом плане, что касается свободы СМИ, к примеру, чтобы сказать, что, возможно, сейчас на следующие выборы люди бы ответили по-другому, насколько СМИ и на самом деле находились они или работали свободно на выборах, освещали свободно и беспристрастно, скажем так, всех кандидатов и так далее. То есть это нам еще предстоит увидеть на следующие выборы. Вы знаете, я буквально перед тем, как мы зашли с вами сюда в студию, я прочитала, только успела несколько абзацев прочитать о том, что было проведено исследование, согласно которому было проанализировано, как сегодня работает ГРТ. То есть вы это увидели, эти проблемы тогда, вы спросили о жителей нашего региона. И вот сегодня анализ показывает, что, например, были проанализированы новости. В основном для жителей региона представляются локального характера новости. То, что происходит на уровне страны, вот в том проанализированном
там было проанализировано около 20 каких-то выпусков, нет информации о том, а что делает правительство, а что решает, какие решения принимает, почему принимает эти решения. И если говорить о том, чьи мнения приводятся как аргументы, то это тоже мнение местных политиков. Так я хотел продолжить, потому что кому-то может казаться, ой, 29 и наоборот, скорее нет, сказали, то есть не находится под политическим контролем, сказали 44%, да, и как будто хорошо, потому что больше людей сказали, что не было. Но вы абсолютно правы в этом, то, что говорили, что когда нету альтернативных новостей, источников информации, конечно, люди понимают и принимают, и слышат, и видят только то, что им дают, и им кажется, что это норма. Или когда этот источник, он самый влиятельный, то есть он больше по покрытию своему, сейчас если речь ведем о ГРТ, да, то есть сегодня ГРТ доступно в каждом населенном пункте Гагаузии, и уже на протяжении многих лет, до того, как его захватил ШОР, скажем так, это телевидение смотрели гагаузы и понимали оттуда. Исследование тоже и показало, что... Но я хочу еще одно говорить, и здесь опять вы спросили чуть раньше про, а какие различия между национальными и... Вот мы, когда представили это исследование здесь, в Гагаузии, мы обратили ваше внимание на то, что на самом деле по ряду вопросов есть очень большое количество людей, которые не хотели ответить или не сумели ответить. Вот, к примеру, по этому вопросу в данном случае у нас 26,5% людей, которые не сумели или не хотели ответить. На вот этот вопрос? Да, на этот вопрос. А чем аргументировали? Региональные СМИ находились под политическим контролем. То есть... И вот здесь опять, если сравнивать 29 и 26, или 27 почти, да, то есть очень еще и погрешность. То есть мы понимаем, разговаривая с компанией, которая собирала данные, что, скорее всего, это связано, как сами люди говорили здесь. А можно я по этому вопросу не отвечу? То есть чувствительные какие-то темы люди не хотят? Мы видели, что по ряду вопросов такого острого, чувствительного политического характера они или не хотели, или, возможно, даже отвечали, как люди бы ожидали, или как общество ожидало бы их ответа. Тогда получается, что говорит это об определенной закрытости людей, это осторожность или это нежелание давать ответ на этот вопрос? Опять мы здесь имеем два ответа сразу. Не хотел ответить и не сумел. Мы их объединили, чтобы не раздробить слишком сильно эти варианты. Обычно так и делается в таких исследованиях, но есть отчет более детальный, в котором можно будет ознакомиться, к примеру, и видеть, сколько конкретно, к примеру, людей не хотело отвечать и сколько не сумели бы. Ну, мы эту закрытость здесь с Леной Федоровной прекрасно понимаем. А на это же жалуются подтверждение вашего исследования. Можно, наверное, привести примеры, когда лично я в общении с журналистами разных кишиневских изданий говорят, очень сложно у вас в Гагаузии собрать блицы. Люди не хотят говорить, люди не хотят отвечать. Если это политический вопрос, то не хочу, я вне политики. То есть это стало последние годы очень таким растиражированным ответом от наших жителей. Просто, если позвольте, еще пару моментов из этого также вопросов. С чем еще, что еще мы спросили про выборы башканов? Прошлые, 23-го года. 23-го года, и которые тоже важные аспекты для свободных, честных выборов. Избиратели подвергались манипуляции через социальные сети. 21% сказали скорее «да». 61% скорее нет. 18% не отвечали, не хотели. Оказывалось, давление или влияние со стороны властей государственных служащих. 19% скорее да, 74% скорее нет, 6,8% не хотели, не сумели ответить. Избирателей организованно подвозили к избирательному участку. Также 17% скорее да, 71% скорее нет. На рабочем месте оказалось давление, что вы голосовали определенным образом. 17% скорее да, 72% скорее нет. Проводились кампании по дискредитации кандидатов. 15% и скорее нет, 69%. Предлагались деньги или электоральные подарки. 11% и 81% скорее нет. И еще пару таких моментов. То есть мы хотели ряд
аспектов, с которыми мы знали, что люди сталкивались на выборах Башкана. тех выборах. Да, на тех выборах спрашивать людей, а как они вспоминают, знают, Очень хороший считают, вопрос, мне что кажется. были. Опять, мы не могли спрашивать это в общих чертах сейчас без контекста выборов, поэтому и привязались к этим предыдущим выборам, но вы можете подтвердить или наоборот, насколько вот по вашему мнению эти аспекты исчезали, уходили из пространства, из общества или могут еще иметь место на следующие, в том числе, выборы? Вы здесь упоминали о том, что, допустим, было ли какое-то влияние через социальные сети. В вашем же исследовании, мы сегодня с ним ознакомились, говорится о том, что, допустим, новости, которые воспринимают жители, в основном они показали, что для них социальные сети являются той площадкой, самой используемой площадкой для того, чтобы получать какие-то новости. Да. А здесь мы говорим о том, вы, вернее, говорите о том, что люди не видят или не чувствуют, небольшой процент почувствовал, что есть определенное какое-то влияние социальных сетей на них во время избирательной кампании. Но не работают ли эти технологии таким образом, что люди просто не чувствуют влияния на них? Как вы думаете? Вот действительно, ведь сегодня социальные сети стали одним из инструментов дезинформации, и это признают уже сегодня все. Могут ли люди не чувствовать, что на них через социальные сети оказывается определенное влияние или давление? Я думаю, да. Вы знаете, в социологических опросах обычно, если изучаешь определенный феномен, то не хватает задавать одного только вопроса. Подходишь с одной стороны, потом через несколько вопросов подходишь с другой стороны. Так же, как мы здесь сейчас в общении. То есть, опять, это фотография на тот момент, на который мы говорили. Это фотография на основе через глаза человека, который отвечает. Мы все это должны понимать, что это восприятие. Это не обязательно реальность. Именно это такая картина. Что люди говорят, что люди считают. Да? И когда мы триангулируем ряд вопросов, да, и сравниваем, и видим тенденции, тогда мы можем говорить и понять, да, скорее всего, это имеет место быть. Да, вот, к примеру, по вопросу, как часто вы пользуетесь следующими источниками, чтобы получать информацию о политических событиях именно. Да, люди ответили следующим образом. Социальные сети, то есть откуда они берут эту информацию. Да? Очень часто 14%, часто 43%. Если сложить, то есть больше 56% около люди информируются уже из социальных сетей. И это, в принципе, тенденция, которая на национальном уровне. Это не новость для нашего общества. Это, наверное, уже. Для всего мира уже да. не новость. Интересно, новостные сайты на втором месте в этом плане. На третьем месте, что различается, если сравнивать с национальным исследованием, беседа с родственниками, друзьями, коллегами и знакомыми здесь на третьем месте. В национальном опросе это где-то в конце. То есть это говорит о том, что в гагаузском сообществе на тему политики, конечно, между родственниками в кругу каких-то своих близких и родных говорят гораздо часто больше. Еще то есть мнение вашего родственника, вашего брата и так далее важно для вас, и вы, скорее всего, будете считаться с этим мнением, когда сами стараетесь информироваться. Знаете, да, если вы завершили по этой... И, кстати, я хотел бы еще дополнительно сказать, если говорить про социальные сети, то TikTok здесь 61%. Рулит, да, по сравнению с остальной части страны, где Facebook на первом месте. А в Гагаузии Facebook на третьем месте, да, насколько я понимаю. 58%. А телевидение на пятом? А телевидение, да, по-моему, да. То есть получается, что, собственно говоря, на четвертом. Да. То есть получается, что, собственно говоря, социальные сети, TikTok, Facebook, они определяют сегодня в основном, они являются, вернее, не определяют, они являются источником информации для большинства людей. Я хотела бы, знаете, очень попросить вас проговорить и вот такой ответ на вопрос вашего исследования. По вашему мнению, кто должен организовать выборы в Народное собрание и на должность Башкана Гагаузии? Поскольку сейчас мы находимся в
на таком этапе жизни, когда вот этот вопрос стал краеугольным, да? Ввиду того, что Народное собрание Гагаузии несколькими своими действиями, это мое мнение, создало тот тупик политический и юридический, в котором Гагаузия оказалась, и выборы оказались под прессом, под ударом, не знаю под чем, но их нет, и непонятно, когда они будут и как они пройдут. И кто будет организовывать эти выборы, тоже непонятно. Мне кажется, этот вопрос вот прям очень кстати. Что говорят люди в исследовании? Действительно, опять понимая контекст, понимая, что этот вопрос может пригодиться. Тогда мы еще не знали, что будет, к примеру, обращение в Конституционный суд, когда мы начали работать над этим опросом. И не знали, какие еще эволюции могут быть в этом вопросе. Но мы пытались как-то предугадать и понимать, кто же может на самом деле помочь в организации, потому что в любом случае они же пройдут, они должны пройти. В организации честных и свободных выборов. Конечно, мы говорим только про честные и свободные выборы. Все другие организовать можно, и мы видели как. Да. И мы включили здесь только те институты, организации, которые могут помочь в этом плане. И, конечно, мы спрашивали, да, по вашему мнению, кто должен организовывать выборы в Народное собрание на должность Башкана Гагаузии. Здесь мы использовали знакомые уже здесь определение или название организации, которые является Центральная избирательная комиссия Гагаузии, да, которая в избирательном кодексе Республики Молдова называется с 22 года Центральный избирательный совет Гагаузии, то есть не ЦИК, а ЦИС. Да. Да? Но мы используем специально название предыдущее, чтобы люди были понятны, потому что люди бы не смогли бы увидеть разницу. Да? То есть это был один ответ. Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, второй вариант ответа. И вместе был такой вариант ответа. Центральная избирательная комиссия Гагаузии и Центральная избирательная комиссия Республики Молдова. И, конечно, был другой еще вариант, как всегда должен быть возможность человеку ответить по-своему. Вот что интересно, я могу вам показывать. Вот вы видите, как распределились результаты. То есть ЦИС, Совет Гагаузии, 44%. И вместе тоже 44%. ЦИС и ЦИК, тоже 44%. Но это говорит о том, что можно и совместно организовывать выборы, думают люди, которых вы опрашивали. Половина жителей Гагаузии считают, что... Да, по моему мнению, сейчас, так как результаты выглядят таким образом, есть хорошая возможность действительно объяснить людям, достучаться до людей и показать людям, что вот какие у нас есть возможные решения этого тупика. Да? Потому что, опять, наблюдая за предыдущими здесь выборами в Гагаузии, весь контекст, который был в предыдущие годы и который привел нас сюда и так далее, имея в виду сейчас в том числе те обращения в Конституционный суд, которые есть, и вообще тональность всей этой дискуссии, и понимая, какие ресурсы есть у каждой из этой организации, а когда мы говорим про ресурсы, мы говорим про опыт, про знания, про неподкупность, про все, что должно быть свойственно организации, которая должна заниматься организацией честных и свободных выборов. Да? И, конечно, если бы спрашивали меня, я бы ответил вместе. Потому что, как мне кажется, здесь очень важно, понимая и статус автономии, и понимая и опыт, который есть у Центральной избирательной комиссии, да, как-то найти баланс и использовать тот опыт, те знания, которые есть у ЦИКа, и те возможности, которые есть на национальном уровне. Потому что мы в любом случае, давайте вспомним вместе, да, как-то мы доверяем ЦИКу, к примеру, при организации выборов примаров. Да, и никто не спорит, что как-то проходит неправильно и так далее. Да. Поэтому, я думаю, есть возможность договориться, найти компромисс на этом почве. И, конечно, выборы должны, так как и указывает и сейчас избирательный кодекс, быть организованными
ЦИСом, то есть Советом Гагаузии, Центральным избирательным советом Гагаузии, но опять с какой-то помощью со стороны ЦИКа, потому что опять мы видели, к примеру, определенные вопросы, которые были в 2023 году, что касается там коррупции, к примеру, о которой говорили многие, да. Тот совет, который был на тот момент, та комиссия, которая была на тот момент, не была готова. А что было проделано с того года до сегодня, да, к примеру, для того, чтобы развить это? Мало что было сделано. Наоборот, да, когда... Была приостановлена деятельность, поэтому никаких изменений не было сделано. Конечно. И сейчас, когда спорят о том, как называть организацию, я думаю, мы спорим не про правильные вещи, скажем так, потому что главное, чтобы были выборы. Главное, чтобы выборы были правильными, свободными, честными, прозрачными, демократичными, а не то, как называется организация, которая будет организовывать эти выборы. Вы знаете, я хотела попросить, чтобы вы прокомментировали, к какому результату пришли вы, или вернее, к каким выводам пришли вы, когда респонденты отвечали на вопрос по поводу того, чувствуют ли они себя вот в сообществе молдавском частью этого сообщества. Каким образом, насколько они себя чувствуют в своей стране своими? У нас было, по-моему, около чуть меньше 50 вопросов, действительно. Очень большое исследование. Да. И мы будем опубликовать это на нашем сайте, и все смогут ознакомиться со всеми вопросами. И дайте сейчас секундочку найти этот вопрос. Но вам быстрее будет сейчас найти вопрос, который сразу у вас. Кто несет ответственность за то, что выборы в Народное собрание не были проведены вовремя? Если можно, с этим вопросом завершим и по выборам завершим, а потом ответим на вопрос по тому, который Лена Федоровна задала. Вы знаете, мне кажется, вот интересно просто. Что не были проведены вовремя, да? Да, что выборы не... Да, потому что то, что выборы не проведены вовремя, мы слышим в гагаузском сообществе разное мнение. Вот что сейчас в исследовании показывает? Здесь опять не скажу, что был удивлен, потому что мы знаем общую риторику. То есть, сейчас есть цифры, которые показывают это. На вопрос, кто несет ответственность за то, что выборы в Народное собрание не были проведены вовремя, центральные власти в Кишиневе 34%, текущее руководство Народного собрания 14%, иностранные влияния из-за рубежа 10,3%, другие органы власти Гагаузии, Башкан, исполнительный комитет 6,2%, суды 1%, никого конкретного 8,5%, и не сумели, не хотели ответить на данный вопрос 26%. То есть в топе, если взять так, мы имеем 34% центральной власти и еще 26% не хотели, не сумели ответить на данный вопрос. Опять, наверное, вы лучше понимаете динамику жизни здесь в Гагаузии, и мне самому было бы интересно тоже ваше мнение узнать, но для меня, как человека, который проживает в Кишиневе, это было... Опять, мы слышим это на уровне разговоров, да? Когда ты слышишь это в СМИ или читаешь какую-то там новость, опять ты понимаешь, есть кто-то, кто хотел написать таким образом, да? Или давать такой-то... с таким подтекстом. Да, с подтекстом или какой-то заголовок таким образом. А когда видишь цифры от людей, 410 людей отвечали на данный вопрос, и 30-40% говорят, что центральные власти в Кишиневе, ты понимаешь, что эти заголовки... Ты понимаешь, что эти заголовки на самом деле работают. Но мы же с вами чуть выше говорили о чем? Мы говорили о том, что жители нашего региона в основном смотрят ГРТ. Они об этом сказали, я отвечаю на ваши вопросы. Не так ли? Такой Теперь вопрос, посмотрите. Больше всего смотрят ГРТ. А ГРТ дает информацию локальную из уст политиков местных. То есть, а политики местные говорят о чем? Виноваты не мы, виноват Кишинев. Вот отсюда и то, что вы видите последствия этих исследований. Я это знаю, но я думаю, это вы скажете лучше, чем я. Я абсолютно согласен с вами, что да, есть этот, не мы виноваты, а вот снаружи кто-то виноват. Вот здесь мы все сделали, все хорошо, все мы правильно, мы сами ни за что не отвечаем, нам кто-то помешал. Но опять же, мне очень понравилась ваша мысль о том, что, как вы подвели, да, что вот эти заголовки, они все-таки играют.
И именно такие заголовки формируют такое мнение у людей. Власть, которая управляет в Гагаузии и в том числе обязана была своевременно провести выборы, как минимум Народное собрание Гагаузии, да, они как раз и ответственны за то, что они провалили этот момент. Они нарушили закон много раз, они не отреагировали на изменения, которые должны были бы сделать согласно и привести в норму или как-то отреагировать на это вообще. То есть люди понимают, что виноваты те, кого нам называли виноватыми. Можно я вас все-таки чуть обрадую, потому что этот вопрос кажется немножко таким пессимистичным, да, но есть и вопросы, которые дают побольше оптимизма, скажем так. Вот, например, насколько для вас важно, чтобы дата выборов в Народное собрание была назначена как можно скорее? Опять, на тот момент, когда проводился опрос, еще не было известно, что в июне должны быть выборы. Опять, будут они или не будут, мы еще посмотрим. Но здесь вот люди ответили, очень важно, 25%, важно, 39%. Опять, если сложить, 64% говорят, что очень важно для них, чтобы выборы проводились. А нам это понятно, почему важно. Конечно. Я хочу сказать, что даже с тем, что вот то, что все мы говорили до этого, да, кто виноват и так далее, кто несет ответственность, люди считают и дальше, что важно проводить выборы. То есть в любом случае эти выборы должны будут состояться. Очень важно, чтобы они состоялись по демократическим стандартам. Господин Панфил, не только люди, которые ответили на ваши вопросы в исследовании, хотят, чтобы эти выборы состоялись. Если вы включите какое-нибудь там заседание Народного собрания Гагаузии, особенно последнее, вы везде услышите, что и депутаты Народного собрания очень хотят этих выборов. И даже больше. Но выборов нет, и они их не проводят. 75% сказали, что если бы в следующее воскресенье проходили бы выборы Народное собрание Гагаузии, вы лично пошли бы голосовать? Да. 70% сказали точно да. Скорее да, еще 10%. Значит, вина только в том, что выборы не проводятся. То есть конечно, люди проблема ждут. только в том, что выборы не проводятся. Да. Вот этот вопрос, который задала Лена Федоровна, он очень важный, мне кажется, тоже, потому что в свете всех событий, которые происходят в гагаузской автономии, очень часто мы слышим тоже такие заголовки, вы это назвали, но такую риторику слышим, да? Мы сами, мы все сделаем сами, но вот это вот мы должны все-таки, мы граждане одной страны, мы один паспорт держим в руках все, да. И мы должны понимать, что у автономии есть и разумно думающие депутаты, представители исполнительного комитета, все знают, что есть закон, и есть законы страны, и у нас есть право развивать автономию в рамках тех законодательных норм, которые есть. В какой степени вы чувствуете себя частью общества и государства Республики Молдова? В очень большой степени 10,3%, в большой степени 28,3%. То есть в сложном виде 38%, 38,6%. В небольшой степени 37,2%, совсем нет 16,8%. И это опять, если честно, тоже такой вопрос, ответы, которые нас немножко шокировали, потому что может казаться, что это очень-очень плохой результат. Какие объяснения? Наверное, вы тоже, опять я попрошу вас в том числе постараться объяснить через вашу передачу обществу, гражданам, в том числе здесь в Гагаузии, но из того, что мы слышали сегодня недавно на презентации, конечно, мы понимаем, что в какой-то степени играет роль и языковой барьер, потому что быть частью общества всегда, везде, даже все молдаване, русские, гагаузы, кто бы ни эмигрировал, мы все понимаем, что ты должен там начать учить язык там, в Италии, в России или где бы ты ни был. И это важная часть. И насколько это, конечно, играло роль здесь, надо еще изучать. Но, возможно, есть еще и другие моменты, которые, опять, исходя из контекста, из этих конфронтаций, которые из той подачи ответов населению, да, что касается автономии, что касается решения проблем в автономии, что не мы виноваты, как мы видели, а в Кишиневе там виноваты и так далее. Конечно, возможно, это тоже повлияло на такие ответы. Какая цифра вас шокировала? Вот в ответе на это. Жить, как вы говорите, под одним паспортом, под одним небом,
не имея границ, имея возможности работать где хочешь, то в Кишиневе, то в Камрате, общаться, изучать, читать новости на любом языке, потому что они все равно есть, они доступны, даже если там сказать, что здесь не понимают румынского, да, но все равно есть и передачи, есть и программы, Есть которые... русскоязычных Я имею в виду с Кишинева информация, которая транслируется, и в том числе и на русском, то есть можно информироваться о том, что происходит в стране, Ну да. а сказать, что чувствуешь себя только в очень большой степени, 38% только считают себя в большой и очень большой степени частью Страны. общества. Для меня это было немножко неожиданно. Мы часто поднимаем подобного рода вопросы в нашей студии, и мы приходим к выводу, что все-таки очень часто политики своими высказываниями, своими действиями, своими нарративами, которые распространяют в обществе, сеют вот эту вот вражду и сеют вот этот вот раздор, который и приводит к таким мыслям жителей нашего региона. Понимание, что мы одна страна, что мы должны жить, и мы можем жить. Ведь между простыми людьми нет этого непонимания. Абсолютно. Вы знаете, давайте последний просто Мы слайд. говорим здесь, извините, опять вы действительно правы, мы говорим здесь про последствия. Мы не говорим, что эти люди откуда-то взялись и внезапно стали так думать. Да, мы здесь кто-то сформировал понимаем, у них что такое за эти мнение 30 и лет, ощущение. 30 Ну с и чем-то давайте лет отметим люди жили самое в главное. А кто-то контексте. не сделал достаточных шагов со стороны центра и Кишинева для того, чтобы у людей здесь появилось другое мнение. То есть это двухстороннее такое Здесь движение. очень много вопросов. Вы видели в том числе вопросы, в которых четко указывается людьми, что кто там ответственен за те или другие. Да? Понятно, что там нельзя сказать, что 100% люди исходили или давали такие вопросы, ответы только исходя из того, что им кто-то подсказал. Да? Люди так думают. Люди так думают, люди так считают, видя и анализируя, может быть, и сами. Да? Конечно, есть фактор дезинформации, фактор манипуляции и так далее, есть фактор политический. Но исключать того, что у Кишинева есть роль, конечно, есть. Абсолютно. Вы знаете, я все-таки хочу для всех нас и для зрителей в первую очередь сказать, что мы сегодня ведем, мы говорим об исследовании, которое сделала ваша организация. И исследование – это не вердикт ведь. Исследование – это как зеркало, да, отражающее общество. Вот что думают люди. Поэтому это не выводы, а это мнение людей, сконцентрированные в каких-то ответах на какие-то вопросы. Вопросов много. Последнее, что хотела бы, чтобы этот слайд тоже прокомментировали. Почему? Потому что мне показалось очень важным, что вы в исследовании включили такие вопросы, которые очень сенсибельные и чувствительные для нашего общества сейчас. Какие слова, допустим, ключевыми являются в обсуждении последние как минимум год-полтора? Из-за каких причин вы считаете, что статус автономии Гагаузии не соблюдается? Именно о том, что со статусом что-то происходит, об этом говорят последние 1,5 года, если не все 2 с лишним, очень много. Вот можете прокомментировать и этот слайд, каковы результаты исследования по этому вопросу? Да, опять он связан с несколькими еще предыдущими вопросами выше. Понимаю, но если ответить только на этот, из-за каких причин вы считаете, что статус автономии не соблюдается? Варианты ответов были 5. Существуют политические конфликты между центральными властями и властями Гагаузии. Почти 67%. Слабая коммуникация между Кишиневым и Камратом. Почти 58%. Да. Решения по автономии не выполняются. 33%. Законодательство в регионе недостаточно понятно. Почти 20%. И другая причина 1,6%. И здесь интересно, что только 6% людей не хотели ответить или не сумели ответить. Важное уточнение. 235 человек, людей ответили на данный вопрос, так как я сказал, это процент респондентов, которые считают, что статус автономии не соблюдается. То есть у нас выше был вопрос еще про насколько соблюдается. Да. Вот эти есть и причины, в том числе того, что мы говорили чуть раньше. Да? То есть опять говорить, что только одна сторона ответственна, конечно, будет неправильно. Должен быть диалог, должен быть консенсус по каким-то вопросам. Но должно быть и желание решать эти вопросы. Да? Опять, с моей личной стороны, я скажу так, если мы, как сказать на русском, не педикам. Хотим? Нет, когда мы
сталкиваемся с какими-то вопросами, проблемами, да, и считаем, что вот это самые главные проблемы, но на самом деле проблема не в этом. Не знаю, как это... Переносим, перекладываем проблемы или... Да, вот или про пример лучше говорить, да. Когда мы говорим, что проблема в том, как должно быть название органа, который будет организовывать выборы, да, и делаем это главной проблемой. И делаем это главной проблемой, я думаю, это неправильный шаг. Да? И вот в этом и я имел в виду, что должно быть и желание решать проблему. Потому что когда нет этого желания, значит, возможно, есть подтекст, другое скрывается за этим вопросом, что Подмена, давайте называть дальше ЦИКом и так далее, и так далее. Потому что на самом деле никто же не будет прийти и голосовать за людей Гагаузии. Да? Кто бы ни организовал. Тоже граждане Республики Молдова, которые здесь проживают, будут проголосовать. Тоже они будут баллотироваться. Вопрос, кто будет организовывать, опять же, мы говорим, что, скорее всего, лучше всего, чтобы был Центральный избирательный совет Гагаузии с помощью Центральной избирательной комиссии, но опять местные люди будут организовывать. Вы это знаете, столкновение на почве, которое не... Но опять же, в решении этого вопроса или эти проблемы возникли потому, что не было политической воли основополагающей, которая была бы направлена на то, чтобы все-таки решить этот вопрос с выборами и провести выборы. Поэтому вот этот слайд, о котором вы говорили, и ответы на вопрос, хотят ли люди проведения выборов, да, все хотят, 75%, как вы сказали, хотят скорейшего проведения этих выборов. И депутаты тоже говорят, а ВОС и ныне там. То есть вот это и есть как раз, на мелочах остановились и зациклились на ЦИК-ЦИС. А дальше как решить эту проблему? Спасибо. И вот вы говорите, что в исследовании вы всего лишь изучаете, что говорят люди. Вот у нас тоже есть рубрика, которая называется «Люди говорят что?». И теперь мы попросим ваших ответов на наши на короткие вопросы людей, которые мы озвучим. Люди говорят, что... Люди говорят, что жаловаться на нарушения бессмысленно. Все равно ничего не изменится. Неправда. Неправда. Все меняется. Все меняется, даже если мы не хотим этого заметить. Просто будет меняться, и мы не будем частью этих изменений, потому что мы не захотим их увидеть. Они могут меняться так в хорошую, но и в плохую сторону. К сожалению, мы часто, или многие люди часто выбирают такой подход, что не заметить, что там за своей оградой. Да, ограда, да. Это не хорошая стратегия. Люди говорят, что политики специально разжигают ненависть, потому что это работает лучше, чем программы действий. Скорее соглашусь. У нас есть в национальном исследовании, которое мы проводили, вопросы и про язык ненависти, к примеру. И да, действительно, люди указывали на то, что имело место такой феномен во время выборов. К сожалению, есть, и мы в наших отчетах по мониторингу за выборами имеем отдельный, достаточно крупный глава, Блок, да. Да, блок, который изучает эти вопросы. А люди говорят, что ТикТок и Фейсбук сегодня решают исход выборов больше, чем избирательные участки. Ну, так показывают опросы, что мы больше всего сейчас информируемся из социальных сетей. И так примерно показывает, не примерно, а достаточно конкретно показывает и сами кандидаты через свои мероприятия, активность, которые проводят во время выборов. То есть мы заметили, что уже несколько компаний на национальном уровне кандидаты предпочитают проводить, скорее всего, и больше всего мероприятий в онлайн, чем в офлайне, встречи с людьми и так далее. Люди говорят, что неправительственные организации – это просто грантовые организации, которые живут отчетами, а не реальными изменениями в обществе. Знаете, очень трудно, я понимаю некоторых людей, которые считают так, и потому что иногда должны пройти годы, чтобы изменять
какие-то положения закона, к примеру, или какие-то положения в обществе, как я говорил вам, по примеру, с мониторингом за финансированием политических партий. Вы знаете, что в 15-16 годах, когда мы начали это делать, когда политические партии впервые должны были начать работать по новому закону, первые отчеты выглядели очень суммарными. Да, очень суммарными. То есть мы видели, проводили мероприятия по всей стране, 0 расходов на транспорт, 0 расходов на людей, которые работают на них и так далее, на офисы. А мы видим, что есть офисы, мы видим, что есть люди, есть затраты. И когда мы стали конкретно показывать, и взяло много лет, чтобы добиться этому, чтобы в данное время, к примеру, на национальном уровне мы имеем ситуацию более или менее с несколькими отклонениями, что касается нескольких партий, достаточно прозрачную картину. Это не означает, что опять нет теневого какого-то финансирования. Это может означать в том числе, что более изощренно, что ли? Да, методы там как скрыться, да, но в плане того, что мы все видим, это есть. И это взяло около 10 лет добиться такого результата. Извините, если вы потребуете от нас, к примеру, через полгода или даже через год каких-то конкретных результатов, вот мало кто сможет представить такие результаты, когда особенно работаешь в такой сфере. Конечно, есть организации, которые работают конкретно, к примеру, помогая людям пожилого возраста, социальные какие-то проекты, медицинские какие-то проекты. То есть это здесь и сейчас. Или экологические проекты. Да, там, возможно, другие еще более быстрые результаты. Но, опять, разные отрасли. Люди говорят, что в регионах боятся говорить открыто, поэтому реальная картина сильно отличается от официальной. А что означает официальная? Ну, та, которая, допустим, представляет правительство. Я думаю, что у каждого человека есть право иметь свою официальную картину. Да? Вот и как. очень важно, чтобы и правительство, и все, которые живут, люди, организации, работают здесь, в Молдове, имели возможность как можно открыто, свободно достучаться до каждого гражданина. Да? Если правительство неправильно коммуницирует, да, и она считает, что ее мнение правильное, а неправильно коммуницирует, это не будет достаточно. И с другой стороны, наша работа, верно. Если не будет правильно коммуницирована, донесена до людей, мы будем иметь такие вещи, как мы здесь говорим, да, такое восприятие про гражданское общество, к примеру. Да. Каждый человек субъективен. Главное, чтобы у людей была возможность информироваться с разных источников, чтобы эти источники были свободными и уже для демократических... Да, на демократических основах. Да. Люди говорят, что выборы – это уже не про выбор, а про технологии влияния. Так или как? Выборы всегда про выборы. Вопрос другой. Работают технологии или не работают. Иногда они работают. Те, которые выиграют выборы, обычно имеют и определенные технологии политические за ними, за их компаниями. И это, в принципе, нормально. Это всегда везде работает так. То есть те, которые имеют план, имеют цели, имеют ресурсов, а как по-другому пойти на выбор? Или в другой работе? Не так же должно быть. Просто здесь вопрос может некоторым людям казаться немножко с подвохом, но если взять его технически, то он примерно должен состоять из того, что я говорил. Да? То есть технологии сами по себе неплохие. Я имею в виду политические технологии, которые используются во время выборов. Уже имею в виду факт использования технологий, да, или какой-то методологии, там, как избраться, да, или как победить на выборах. А как коррупция вплетается в эти технологии? Технологии, да, вот подкупать людей или организовывать дебаты и обсуждать и донести свои мысли до людей. Это разные технологии с разными, конечно, ресурсами за ними. И, конечно, некоторые пересекаются законами, некоторые поощряются. Главное, чтобы у нас все выборы проходили по чистым
технологиям, скажем И так. главное, чтобы люди умели различать теперь, что Да. это влияние, а это технологии, которые... Чистая технология. Чистая Да, технология. конечно. К примеру, на такой grey zone или серая зона, это всегда мы говорим про феномен, к примеру, понятно, подкуп, это понятно, незаконно, но использование административного ресурса, да? Мы его иногда даже не замечаем, что он есть на выборах. То есть люди, я имею в виду, скорее всего. Потому что мы, как наблюдатели, мы, конечно, видим и всегда указываем. А в люди наших считают, что отчетах. начальник же может ездить на этом автомобиле и Да, проводить он выборы. просто даже не задумывается да, над этим, возможно, про это. А мы говорим, что нет, это про неравные условия кандидатов, да? Да. Опять, исходя из стандартов закона, международные стандарты и так далее. То есть, опять, технологии могут быть разные, но опять люди должны тоже постараться чуть больше информироваться. Проблема в том, на мой взгляд, если уж говорить об административном ресурсе, что я еще не видела, может быть, кто-то был наказан за то, что использовал административный ресурс. Все время есть какие-то наказания для избирателя, если он подкупился, есть еще какие-то наказания, но вот для того, кто использовал административный ресурс, еще наказания вынесены К не было. сожалению, я И соглашусь последний здесь с вами. вопрос. Да, последний вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что обычный человек ничего не решает, от него ничего не зависит. Конечно, неправда. Конечно, неправда. Опять, мы знаем, и в истории были случаи, когда один голос на самом деле решал все, но с другой стороны, я скажу так, более обобщенно. А если ты не пойдешь голосовать, да, и твой сосед не пойдет, и еще кто-то, твои родственники не пойдут, конечно, найдутся другие люди, которые пойдут проголосовать. У тебя по-любому есть мнение по этому вопросу, по этому кандидату, но почему-то ты решил не пойти. Просто Да. решил не пойти. Другие люди будут решать. С меньшей явкой, к примеру, да, но будут представить то видение, и те тебя в том интересы, числе. которые, да, у этих людей, конечно, были. И потом ты будешь спрашивать, а почему так? А почему у нас не делается то или другое? А потому что ты не участвовал. То есть, понимаешь, что есть такое мнение, что вот как будто руки уже иногда Ну, опускаются у есть людей, что разочарование. столько раз были на выборы и ничего не меняется. На самом деле люди меняются. Меняются. Давайте посмотрим на наше общество 2009 год, к примеру, да, и 2026 год сейчас. Разве мы в одном и том же и той же точке находимся? Ну, по мне нет. Социально, экономически даже, если хотите, да, политически. Тогда почему же люди думают, что ничего не поменяется, что случилось? Это разочарование, которое вот сейчас на этом этапе присутствует или как? Разные причины, потому что политические лидеры, политические партии не всегда, как сказать, ливряза. Честны? Нет, не всегда делают то, что обещали. А людей даже не интересует выполнять свои обещания. Ну, потому что это тоже важная составляющая. Ты не можешь ходить на выборы и только как робот всегда голосовать, а с другой стороны тебя всегда будут, извините, как держать за лоха. Да? Ну, То есть какие-то обещания должны реализоваться. Может, у нас уже дважды обещали 11 заводов, потом Аэропорт 2 раза аэропорт дважды. обещали, и люди все время голосовали. Бывает. Да. Давайте в завершении этого выпуска мы хотели бы попросить вас, мы говорили и о выборах, и о честных выборах, и, собственно говоря, исследование, которое вы представили здесь, в нашей студии, тоже посвящено вопросам выборов. Эксперт Промолекс, ваш коллега Игорь Букатаро, сказал следующее. Мы хотим участвовать в качестве наблюдателей на этих выборах. Мы хотим организовать миссию по наблюдению долгосрочную, включая и день выборов. Я бы сказал, что все-таки имеет значение, кто будет организовывать выборы. В том смысле, что это должны быть сильные институты, сильные органы, которые смогут эти выборы организовать. Что за этим стоит? Вот за таким посылом, который был сказан в рамках одной из передач вашим коллегой. То же самое, что и я раньше говорил. Сегодня здесь у вас. Да, Архиважно вам наблюдать выборы в Гагузской автономии. Абсолютно, потому что все мы граждане одной страны, что права человека есть везде права человека, и у нас одинаковые права, что касается избирательных, особенно моментов, да. Не может быть так, что на местные выборы, на парламентские выборы у тебя есть эти права, а на
не знаю, на Башканские или Народного собрания выборы, у тебя эти права уже нету. Или они выглядят по-другому, которые в конечном итоге влияют на результаты, да, выборов. Опять мы понимаем, что могут быть определенные аспекты, нюансы, что касаются именно автономии, да, к примеру, там ценз оседлости или какие-то другие аспекты, которые должны здесь местно решаться. Но в общих чертах мы должны все в конце концов радоваться того, что выборы, какие бы они ни были честными, свободными. А что это означает? Что воля человека действительно, как сказать, проецируется в решениях, в наше общее решение, кого мы дальше потом избираем. А когда в эту волю включаются деньги, админресурс, дезинформация и так далее, искажает, а государство или гагаузия, автономия не имеют рычаги или не хочет влиять на эти рычаги, не хочет искоренять этот бруян из этого процесса, да, то какие в конце ожидаемые результаты могут быть? Искаженные. Поэтому мы и говорим, что выбор должен быть для всех граждан, проходить в одинаковых условиях честных, свободных выборов. Поэтому мы и будем здесь включаться. И поэтому мы также и считаем, что, наверное, стоит здесь в этом контексте, особенно в этом контексте, пока нету сильных местных институтов, услышать и использовать эту возможность, получать или обучаться, принимать тот опыт, который есть, в том числе на национальном уровне в организации выборов. Да? То есть то, что люди нам примерно то же самое говорили. Вы говорите да? сейчас про Совместно организовывать выборы. Да? ЦИС и ЦИК. Да? Где уже будет эта граница определять, какие там полномочия у одного, у другого, или какая помощь нуждаться будет ЦИС, у ЦИКа и так далее. Это должно быть дискутировано, это может быть дискутировано, но это должно решаться, потому что люди должны иметь право голосовать и быть услышанными. То есть главное, что в этом исследовании есть сказанные людьми про выборы, правильно ли я понимаю, что люди все ожидают выборов, считают, что они пойдут голосовать, и это 79%. Мое ухо хорошо запомнило. То есть это говорит о том, что мы можем ожидать большую активность на этих выборах, потому что люди эти выборы ждут, они считают, что депутаты Народного собрания Гагаузии неправильно делают тогда, когда они отдаляют эти выборы. Посмотрите, это есть фотография такое на тот момент, который месяц назад. Да? Мы не знаем, что может произойти дальше. Мы не знаем, какое будет решение Конституционного суда. Мы не знаем, какие решения будут принимать, к примеру, местные политические деятели. Да? Не будет ли кто-то, к примеру, призывать бойкотировать эти выборы и так далее. То есть очень еще много факторов могут повлиять. Единственное, что я хочу в конце вот сейчас сказать. Я рад, что в том числе здесь у вас на передаче, но и в общем здесь в Гагаузии, и, наверное, и на национальном уровне, если это исследование будет спровоцировать хотя бы обсуждение, дискуссии. Давайте люди все-таки дискутировать, давайте найти решение. Потому что застой, он никогда не решает вопрос. Когда вода течет, мы тогда уже можем там найти в этом песке и золото, и что-то еще там раздобыть. А когда мутная вода, в мутной воде можно много чего спрятать. Политики так говорят. Ну, благодарим вас за то, что вы нашли время и пришли в нашу студию. И отдельная благодарность, конечно, мне кажется, я как гражданин сейчас говорю, проживающий в этой стране, очень важны такие исследования, потому что, мне кажется, в Гагаузии очень мало делается подобных исследований. А все-таки исследования, я очень надеюсь, даже уверена, что эти результаты возбудят какие-то обсуждения в нашем обществе, и они очень важны, всегда важны разные точки зрения. Кому понравится, кому не понравится это исследование, вы опять же тут не раз говорили в студии, что это всего лишь отдельный промежуток, это март месяц, и как будут развиваться дальше события, не знаем, но важно знать, что такое мнение люди имеют в конкретном участке времени, они это высказали. Искренне благодарим еще раз и успехов всем нам. И вам спасибо. Мы поняли одно, что самое главное, чтобы жители нашей страны, граждане нашей страны правильно информировались. А это уже зависит как минимум сегодня от каждого гражданина. Есть очень много возможностей информироваться, нужно просто
настроить себя на критические размышления для того, чтобы правильно определить свою точку зрения. Друзья, этот выпуск подошел, конечно, к завершению. Обязательно и мы опубликуем у себя это исследование для того, чтобы в нашей социальной сети будет это исследование Промолег, чтобы вы могли видеть те наши пользователи нашей странички в Фейсбуке. Ну а сейчас мы ставим здесь точку и говорим я и Екатерина Жекова. И Елена Карамид. Спасибо за то, что были весь этот выпуск с нами, но не забывайте комментировать. Я думаю, что сегодня было много поводов, сказанных господином Николаем Панфил здесь, в нашей студии. Промолег занимается такими исследованиями. Изучите, пожалуйста, и пишите свое мнение. Мы обязательно попробуем на эти темы еще организовать не один выпуск здесь в студии. Будем приглашать разных людей. Да, кстати, можете предлагать, кого вы хотели бы видеть в нашей студии, для того, чтобы мы поговорили на те темы, которые есть в этом исследовании. Ну а пока, до свидания и оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.